Приветствую всех зрителей Первого российского национального канала. Меня зовут Алексей Бегишев. Мы уже привыкли, что многие иностранные песни имеют русский аналог, и чаще даже не один. Но зачем искать вдохновение на стороне, когда у нас есть свои шедевры? Я говорю о музыкальном фольклоре народов России. Эти песни прошли испытания временем, их любит народ, и они также нуждаются в своей русской версии. Что ж, сегодня мы это исправим. Мы открываем конкурс «Поем на родном и государственном». Нашими участниками станут представители регионов многонациональной России. По правилам конкурса исполнители должны спеть народную песню в оригинале и затем представить ее русскую версию. Народные хиты в современной обработке. Давайте познакомимся с нашими первыми конкурсантами. Это башкирский народный коллектив «Актерме». Встречайте! Сегодня с нами эксперт-музыковед Людмила Лир, с которой мы обсудим башкирское народное творчество и, в частности, песню, которую исполнил коллектив «Актерме». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Мир башкирской народной музыки неповторим. Услышав песню однажды, вы ее уже никогда не забудете. Будь то протяжный долгий мотив, озункюй, так его называют в Башкирии, который плавный, который повторяет очертания гор или следует за движением реки, или короткий кыскакюй, изображающий скачку с острым ритмом. Песня, которую спел ансамбль «Актерме», средняя между этими двумя стилями. Плавный напев, сохраняющий острый упругий ритм. Его называют «халмак-кюй». А песня называется «Бер алманы бишке бюеляк». Я не зря взяла с собой яблоко, потому что в переводе это «яблоко разделим одно на пятерых». Содержание этой песни совершенно необыкновенно. Этнографы и исследователи считают, что она рассказывает о жизни караульщиков-дозорных, которые следили за перемещением врага и охраняли мирных жителей аулов. Они собирали ячмень на предгорьях, делили на пятерых одно яблоко, как символ жизни, как символ дружбы. В этой песне присутствует также еще и образ курая. Курай – это тростниковая флейта, главный инструмент башкир. Он передает песню души. И в конце, как это бывает в сонетах, обобщение смысла каждого куплета. Поделим яблоко на пятерых, умрем друг за друга, будем неразлучными друзьями,
Будем ценить этот мир. Большое спасибо, Людмила, за столь подробный рассказ. А вот удастся ли сохранить народную мудрость в русской версии песни, узнаем прямо сейчас. Только что мы прослушали русскоязычную версию песни, которая теперь звучит как «Яблоко одно на пятерых». Со мной вновь Людмила Лир, музыковед. Людмила, удалось ли коллективу сохранить стиль «Халмак-Кюй», о котором вы говорили изначально? Да, Алексей, я думаю, что Актирма удалось сохранить стиль «Халмак-Кюй». Характер, стиль, мелодика, ритм – все сохранено и в русском варианте этой песни. И мне кажется, что эту песню можно даже исполнять и человеку любой другой национальности. Спасибо, Людмила. Ну а мы будем следить за судьбой этой песни. Уважаемые коллеги, вот сейчас мы с вами прослушали конкурсантов. Это башкирский ансамбль «Актирма». Песня называется «Яблоко одно на пятерых». Председатель жюри Абдуганиев Назиржон Насибжонович. Член Президиума Совета, заместитель председателя Совета, председатель исполкома Ассамблеи народов России. Ассамблея народов России является соорганизатором песенного конкурса «Поем на родном и государственном». Действительно, этот коллектив очень известный коллектив. Они не только в республике и в других регионах выступают. Да, есть очень такие хорошие этнические моменты. Обыгран национальный инструмент курай. Я хотел бы обсудить этот вопрос с вами вместе, уважаемый жюри. Первую часть этническую, на свою чисто национальную, они делают в костюме, все это ярко, красиво. Ким Моисей Ирбемович. Советник председателя Общероссийского объединения корейцев, культуролог.
Общероссийское объединение корейцев является организатором песенного конкурса «Поем на родном и государственном». А во втором тоже как-то все-таки пытаются все это каким-то образом сохранить. И мне кажется, они близки к успеху. Ну, видимо, я буду выступать здесь злым критиком. Ну, вы же больше специалист, чем Да. мы. Байдо Артур Евгеньевич, композитор, продюсер, поэт, аранжировщик. Важно, чтобы, безусловно, оставался национальный колорит. Безусловно, он был убедителен в той аранжировке, которая представлена в новой, наверное, аранжировке. Да? И самое главное, насколько все это вместе хорошо и адекватно сделано с точки зрения конечного результата. Вот. Если подходить к этому с точки зрения, насколько эта песня стала более, скажем так, удобоваримой или там, потребляемой, или как бы, воспринимаемой простому слушателю в международном формате, то мне кажется, что вряд ли. Да? Потому что слушатель, он очень внимательно относится к тому, что слышит, и если работа сделана убедительно, то он, естественно, эту информацию, эту музыкальную информацию, этот музыкальный контент для себя оставляет как интересный, чтобы захотелось его второй раз, третий раз послушать и так далее, и так далее. Вот. А здесь такой, условно говоря, нравоучительный текст «Яблоко на пятерых», «Я готов умереть», там, «Мы готовы все там, умереть за друга» и так далее, и так далее. И как только это все ставится на быстрый темп, на танцевальный брейкбит, то философскость, условно говоря, и ценность этого текста, этого продукта, она сразу нивелируется. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь сразу возникает какой-то диссонанс между содержанием внутреннего произведения и тем, что, собственно, сделано в современной аранжировке. Поэтому, наверное, все-таки что-то здесь не до конца было просчитано верно, и мне кажется, что не до конца была точно выполнена для того, чтобы она стала наиболее воспринимаема другими. К сожалению, вот для меня это очень удовлетворительная работа, и поэтому я высокую оценку, к сожалению, не поставил. Башкирский фольклорный ансамбль «Актирме» был образован в апреле 2014 года при полномочном представительстве Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации. Цель создания коллектива – популяризация и ознакомление широкой общественности с фольклором, обычаями, обрядами, песнями и танцами башкирского народа. «Актирме» достойно представляет башкирскую культуру на фестивалях, в том числе международных. Побывали в Латвии, Турции, Карелии, частые гости в Республике Башкортостан. Ежегодно коллектив участвует в более 40 мероприятиях, в том числе своими силами организует и проводит концерты, вечера и акции памяти. По инициативе «Актирме» состоялась реконструкция памятника и открытие нового мемориала на братской могиле в селе Тербуны Тербунского района Липецкой области, где покоятся погибшие воины знаменитой 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Коллектив «Актирме» — энтузиасты разных профессий и возрастов. Руководитель Гульсина Батыршина, художник-педагог, член Союза художников. Преподавала народное художественное творчество в Башкирском техникуме культуры в городе Стерлитамаке. Музыкальный руководитель «Актирме» Ринат Хабиров – профессиональный вокалист. Среди артистов есть профессиональные музыканты. Остальные участники, почти все с высшим педагогическим образованием, занимались вокалом в различных клубах. Коллектив открыт для сотрудничества со всеми творческими людьми, строит большие планы на будущее и, несмотря ни на какие ограничения, расширяет свой репертуар, оттачивает мастерство, пробует новые форматы.